Представители Госинвестагентства и отдела развития предпринимательства Министерства экономики ознакомились с состоянием предприятия «Чимчиры», а на встрече с главой района обсуждались вопросы развития бизнеса в городе. Хрипс Джопо рассказал, что бюджетообразующей отраслью в Чимчире являются промышленные предприятия, в их числе рыбодобывающие, перерабатывающие и консервные заводы. Хрипс Джопо также отметил, что в Чимчирском районе немало пустующих территорий, которые можно освоить с привлечением иностранного инвесткапитала. Чимчирский район располагает обширными возможностями. Во-первых, береговая полоса около 46 километров. Практически не освоенная береговая полоса. Сельхозугодия около 20 тысяч гектаров свободно пустующих земель. У нас около 1000 гектаров чайных плантаций. Из них около 520 гектаров они задействованы. Одна чайная фабрика работает. Безусловно, в развитии, скажем, сельского хозяйства, в перерабатывающей промышленности мы имеем определенные такие условия, которые надо использовать. Вот все ваши намерения и наши намерения в этом плане совпадают. Мы готовы сотрудничать, работать. Как отметил глава Чимчирского района, за все послевоенное время сумма инвестиций, поступивших в Чимчирский район из России и разных международных организаций, составляет 5 миллиардов рублей. И эти средства были использованы на ремонт системы канализации, дорог, школ, промышленных предприятий и кровли домов. В рамках поездки представители Госинвестагентства совместно с отделом развития предпринимательства Министерства экономики посетили несколько предприятий в Чимчире, пообщались с их руководителями. Предприниматель Борис Корталов – владелец мукомольного предприятия «Анхара», которое работает уже год. Выпускает 2 вида абхазской кукурузной муки – крупного и мелкого помола, в день до 2000 пачек. Оптовая цена одной пачки – 45 рублей. Самая большая проблема, которую испытывает предприятие – сбыт продукции. Я когда пытаюсь договориться с продавцами, всегда прошу, я не говорю о том, что избавьтесь от наших конкурентов. Вы просто поставьте рядом с ними нашу продукцию. Пускай покупатель выбирает. Представители Министерства экономики пообещали предпринимателю помочь с реализацией продукции. Следующий объект – рыбный завод «Хамса». Это совместное абхазо-турецкое предприятие. Здесь из черноморской хамсы изготавливают рыбий жир и муку. В день на заводе перерабатывают около 800 тонн хамсы, которую экспортируют в Турцию. Генеральный директор завода Анатолий Ашуба рассказал, что в этом году в период путины улов составил 3020 тонн. Это небольшой показатель по сравнению с предыдущими годами. Мы поймали в этом году 3020 тонн всего. Это очень мало. Завод сам себя, чтобы внутренние расходы свои, чтобы на экономическую процесс линию, чтобы вышел, минимум должен переработать отход 7000 тонн. Вот тогда есть смысл, остается что-то, да, прибыль идет, да, производство идет. Анатолий Ашуба также подчеркнул необходимость закона о рыболовстве, где будут определены виды, параметры, сроки и ограничения рыбной ловли. Представители Госинвестагентства и Минэкономики выслушали предпринимателей, чтобы в дальнейшем рассмотреть возможности оказания содействия развитию их деятельности. Нам кажется, что предприниматель знает больше о своих плюсах своего бизнеса, о проблемах, с которыми его бизнес сталкивается в районе, и о том, что ему на данном этапе необходимо. Вот мы пытаемся выявить эти проблемы, выявить эти вопросы и составить небольшой план работы, и составить небольшие рекомендации для каждого района, которые в дальнейшем будут применяться либо административными ресурсами, либо будут приниматься на уровне Министерства экономики. Представители Госинвестагентства и отдела развития предпринимательства Минэкономики продолжат сбор информации об инвестиционном потенциале в остальных районах республики. Аля Катрапш, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.